Очень уверенные в себе женщины. Я не могу сказать, что они лидируют там, но у них есть абсолютно все права, никакого ущемления. Ситуация кардинально изменилась, даже если брать 10 лет назад и сейчас, то прогресс налицо в этом плане. У них есть абсолютно все. Я Ава Сулейманова, я шахматист и тренер. Я уже родилась в шахматной семье. В моей семье мой папа был тренером, и два моих брата активно играли в шахматы. И когда мне стало 6 лет, то пришло и мое время научиться этой игре. Также в моей семье было принято заниматься музыкой, и какое-то время меня возили в музыкальную школу. Я занималась скрипкой. Так получилась очень банальная причина, мне некому было водить. Братья были уже на то время подростки, у них были свои интересы, и как-то было сложно добираться до музыкальной школы. Поэтому родители приняли такое практичное решение просто оставить шахматы для меня, потому что это удобно, можно заниматься дома бесплатно. Вот. Моя семья достаточно со скромным достатком, мама медсестра, папа тренер, как я уже сказала, и по совместительству музыкант. Вот из этих соображений я стала шахматисткой, и, как оказалось, достаточно удачно. На тот момент для меня это был достаточно крупный успех. Я стала самой юной чемпионкой Краснодарского края среди взрослых женщин. То есть до этого побеждали более такие именитые шахматистки в районе 30 лет по возрасту, а мне было тогда 17 лет. И это было, наверное, самой запоминающейся победой, после которой я поехала уже на полуфинал России и на финал России, добиваться победы там. Это было действительно непросто. Я боролась на равных со всеми, но в какой-то момент начала лидировать и не упустила победу. Это очень странная история, что мой тренер, на тот момент это был Владимир Литинский, главный тренер Крыма, он не совсем понял, что я выполнила эти нормативы. А эти вещи контролируются именно тренером. И мне казалось, что мне нужно набрать достаточное количество в рейтинге, еще выполнить, съездить еще куда-то. Но у меня финансово так сложилось, что я не могла позволить себе эти поездки. И после нескольких лет я просто решила оставить шахматы, даже не подозревая о том, что я уже стала гроссмейстером. И когда я вернулась в Крым, я встретилась с Ретинским случайно, и он проверил эту информацию по поводу всех нормативов и сообщил мне, что, оказывается, несколько лет назад выполнила титул, только нужно его оформить официально. Это было для меня таким сюрпризом, но и в то же время я расстроилась, потому что несколько лет жизни я не играла в шахматы, потому что как-то я оставила эту идею, даже не подозревая о том, что все было успешно. Ну, конечно, мой отец. Это мой первый тренер и основной тренер, который сопровождал меня очень долгое время. Помимо него у меня было множество консультантов, которые давали мне специализированные знания в теории шахмат, в стратегии. Также помогали меня сопровождали в различных соревнованиях, чтобы игра была более эффективной, помогали готовиться к соперникам. Но все это время рядом со мной был отец. Он достаточно сильный шахматист, но на тот момент он понимал, что нужны дополнительные знания. Вот, поэтому я считаю, что он больше всех повлиял на мою шахматную карьеру. Интересный вопрос. Да, на самом деле он действительно строгий человек, но для меня самым большим наказанием было то, что он расстраивался очень сильно. То есть я такой чувствительный человек, гиперчувствительный, и если я вижу, что рядом со мной кому-то нехорошо, я перенимаю это настроение, к сожалению. И мне не нужно было ничего говорить, я видела его выражение лица. Это было самым большим наказанием. Конечно, я не могла ничего исправить, я могла только учесть все эти ошибки в следующих играх и сыграть лучше в следующий раз. Главный совет — это проявлять упорство. Это, наверное, единственный и, наверное, самый эффективный способ достижения успеха. Я с ним согласна. Я поняла, что шахматы — это мое достаточно поздно, уже в зрелом возрасте. Даже больше скажу, когда уже у меня были дети. Мне всегда казалось, что меня лишили чего-то интересного. Из-за шахмат мне не хватало времени на какие-то творческие занятия.
на какие-то танцы, кружки. И мне казалось, что мне вот это подойдет. Когда я уже стала финансово независимой, начала пробовать все эти вещи, сделала перерыв в шахматах, активно занималась рукоделием, танцами, всем чем угодно, только не шахматами. И когда мне все это надоело, а надоедало мне все это очень быстро, я не знаю, с чем это связано. И после этого перерыва я поняла, что все-таки шахматы — это мое. Мне было, оказывается, достаточно всего лишь попробовать все эти вещи, чтобы понять, что шахматы — это мое. С детства уже папа меня настраивал на то, что мне нужно стать чемпионкой мира, и у меня никаких вариантов других не было. То есть это была моя цель изначально. Я к ней шла, все еще впереди. Я считаю, что добилась достаточно высокого уровня. Это самый высокий титул в шахматах, гроссмейстерский титул. Но не добилась той цели, которую передо мной ставили в самом начале. Для любого шахматиста цель стать чемпионом мира обязательно, потому что чем выше ты ставишь цель, тем эффективнее будет твое развитие. Мне кажется, это касается не только шахмат, это касается любого вида деятельности. Нужно стремиться к самой высокой цели, которая возможна. Я думаю, именно эта цель придала мне сил добиться того уровня, который есть у меня сейчас. Что касается в будущем, готова ли я продолжать этот путь, оставляю эту дверь открытой, потому что мечта, она на то и мечта, чтобы к ней стремиться. На данный момент, конечно, для меня в приоритете это тренерство, это то дело, которое я открыла, онлайн-проект. Но все равно надежда, она всегда есть, и я продолжаю персональные тренировки со своим консультантом, продолжаю развиваться, именно усиливать свою игру, несмотря на то, что тренерство, оно немножко тебя отвлекает, да. Но кто знает, мне кажется, никогда не нужно говорить «нет», нужно продолжать идти к своим мечтам. Родителям своих студентов говорю, не запрещайте детям пробовать другие направления. Им всю жизнь будет казаться, что вы чего-то их лишили. Шахматы могут быть приоритетными, но другие вещи они тоже должны пробовать. Это очень важно, потому что дети должны развиваться всесторонне и познавать себя. Когда они чем-то занимаются, они узнают себя лучше. У меня это произошло очень поздно, но я рада, что это все прояснилось вовремя. И теперь я с большим удовлетворением занимаюсь своим делом, развиваю его. Я стала тренером, достаточно успешным. И помимо этого еще и получилось создать школу шахмат в онлайн-формате. Любой шахматист, который любит играть в шахматы, который хочет добиться какого-то высокого уровня, чемпионского титула, должен идти к своей мечте и делать все от него зависящее. Это очень важный момент. Есть даже такая поговорка: «Сделай все, что зависит от тебя, и остальное за тебя сделает Бог». Я с этим абсолютно согласна. И есть такая проблема здесь, в Симферополе, что шахматный клуб уже находится в состоянии ремонта около 5 лет. Это большая проблема, конечно же, потому что те условия, в которых находится сейчас официальная школа шахмат, она, конечно, не мотивирует приходить и заниматься. Очень маленькое помещение, и находятся там все, и студенты, и тренера, и бухгалтерия, директор. Ну, это, честно говоря, достаточно низкий уровень для такого города, как Симферополь. Но я хочу пожелать, чтобы быстрее все это разрешилось, чтобы шахматный клуб заработал в полной мере, как раньше. Я думаю, все должно наладиться в этом плане. И, конечно, хотелось бы пожелать больше турниров, это очень важно. Потому что без практики, как бы вы ни занимались, знания не могут усваиваться. Перспективы могут быть независимо от того, где вы проживаете. Я тоже жила в очень маленьком городке, город Крымск. Со временем мы, конечно, переехали, но не из-за того, что нужно было развиваться в шахматах. Мы просто получили квартиру в Симферополе. Вот. Также мой переезд в Арабские Эмираты связан, опять же, не с шахматной карьерой, а с моей женской судьбой. Я встретила мужчину и вышла замуж. На самом деле, неважно, где человек проживает, можно всегда найти выход из любой ситуации, найти тренера, заниматься онлайн, ездить на всевозможные соревнования с той точки, где вы проживаете. Это не влияет. Единственное, что неудобно участвовать в турнирах, если они не проводятся. Да, нужно выезжать далеко за пределы города,
Но и в этом есть свой плюс. По себе я знаю, что турниры, в которых вы участвуете, не там, где живете, а где-то далеко от вашего города, они более эффективны именно в эмоциональном плане. У вас вырабатывается больше адреналина, больше от них пользы, больше ответственности, потому что ваши родители оплачивают эти турниры. Я считаю, что это более полезный вид соревнований, поэтому не влияет место жительства на успех в шахматах. Прежде всего, это Гарри Каспаров. По моему мнению, это самый гениальный и сильный шахматист всех времен в истории шахмат. На его партиях я, можно сказать, выросла, и они вдохновляли меня. Я думаю, что я переняла у него этот стиль. Сейчас, на данный момент, я в большом восхищении от Магнуса Карлсена, который уже 10 лет держится на шахматном пьедестале мировом. Да? И чем я восхищена? Тем, что он, несмотря на то, что сейчас очень много сильных шахматистов, это очень сильная группа шахматистов, у которых невозможно выиграть, но у него получается, потому что у него сумасшедшая физическая подготовка. То есть он как-то балансирует между интеллектуальным развитием и физическим развитием. Я в этом плане беру с него пример, тоже стараюсь поддерживать форму, потому что в наше время из-за развития прогресса, даже технического, когда шахматистам помогают компьютеры, все эти программы, важно не только максимально проявить свой шахматный потенциал, но и быть подготовленным физически. Также шахматист, которым я восхищаюсь, это один из моих тренеров, это Виталий Цышковский, был чемпионом Советского Союза в свое время. А на тот момент Советский Союз был самым сильным в мире шахмат. Это, конечно, не только сильный шахматист, но еще достойный человек. Он тренировал меня совершенно бесплатно, для меня это было удивительно, до сих пор не понимаю, как можно работать вот так вот с такой отдачей и даже не просить никакого вознаграждения за это. Я бы хотела тоже не испортиться в будущем и, скажем так, быть достойным шахматистом, да, представлять мир шахмат именно в таком достойном варианте, как Виталий Цышковский. Изначально я не планировала переехать, мне все устраивало в Симферополе, в Крыму. У меня были большие планы здесь. Я начала работать в качестве тренера по шахматам в официальной шахматной школе Симферополя. Так получилось, что меня пригласили сыграть в турнире в Арабских Эмиратах, в 2 турнирах. Эту поездку организовал Насар Хаджкамед, который проживал на тот момент в Симферополе. Он кандидат мастера спорта по шахматам. Причем свои контакты он уже передавал через моего отца. Давно хотел пригласить меня стать либо тренером в Арабских Эмиратах, либо участником соревнований. И вот, когда я оказалась в Симферополе, я воспользовалась этим предложением и съездила на турнир. Так сложилась судьба, что вот мой будущий муж, он тогда работал на телевидении Russia Today и брал интервью у русскоговорящих шахматистов, представителей этого турнира. После интервью он подошел к нашему представителю и попросил моей руки. Это было очень интересно, странно, но мне понравилась такая решительность. И после нескольких встреч таких, вот когда мы познакомились, я решила, что это достаточно достойный человек. И вот таким образом создалась семья. Вот с тех пор я проживаю там. Я профессиональный шахматист, и я привыкла к поездкам, к перелетам, привыкла мало времени проводить в семье. То есть для меня это не было чем-то необычным. Также я могу сказать, что на тот момент я жила в Крыму всего 5 лет, пока училась в университете, и 1 год, когда я работала тренером. То есть быть вдали от семьи для меня достаточно привычное дело. Конечно, мы хотели пригласить моего папу в гости, но не получилось из-за возраста. Он уже в том возрасте, когда нельзя летать. Но мы стараемся как можно чаще приезжать сюда. Когда знакомые мне люди узнали об этом, первое, что мне было сказано, это именно вот в осуждающем варианте мое решение, как так можно. Это, конечно, было очень неприятно, еще учитывая тот момент, что мой жених на тот момент стоял рядом со мной. То есть люди, понимая, что человек не знает русского и татарского языка, высказывали мне это. Это было очень неприятно, конечно. Но я была уверена в правильности своего решения, поэтому это не остановило меня. И вы знаете, самый такой интересный факт, что
Через несколько лет уже моей жизни в Эмиратах, когда я появлялась здесь во время своих каникул, от тех же самых людей я уже слышала похвалу на этот счет. Я не знаю, с чем это связано, но для меня это было очень странным поведением. Меня хвалили: молодец, ты все правильно сделала. Я не знаю. Люди меняют свое решение, свое мнение на этот счет. Ну, у меня, по крайней мере, все в порядке. Мне кажется, главное быть уверенным в себе и понимать, что ты все делаешь правильно. И для меня главный фактор — это быть честным перед Аллахом. Для меня самый главный авторитет — это только Аллах. И всегда так было. Конечно, они знают и помнят Крым. И последний раз мы были здесь 2 года назад. Им очень нравится здесь из-за климата. Здесь интереснее. У нас же все время лето, жарко, а здесь разнообразный климат. И не соскучишься, так сказать. Утром дождь, вечером снег. Это на них произвело впечатление. И вы знаете, все это время, пока мы были вот в декабре, они ждали снег. Но, к сожалению, он не пошел, и немножко с разочарованием они вернулись к себе в страну. Очень нравится татарская еда. Они в восторге от плова. Они время от времени просят меня приготовить плов, с удовольствием его едят. Также нравится общаться с некоторыми детьми наших родственников. У них есть свои друзья, здесь уже какое-то свое небольшое окружение. Есть несколько моментов, которые меня восхищают в этой стране. Я думаю, это первое — это безопасность. Вообще я живу в самом безопасном городе мира, это Абу-Даби. Это официально доказано. И иногда даже страшно. Уже привыкаешь настолько к этой безопасности, иногда страшно куда-то выбираться, действительно. Потому что мы там очень расслаблены в этом плане. Мы не переживаем за наши вещи, где-то их оставить, потому что никто их не тронет. Здесь нужно быть начеку и вообще в любых других поездках. Это первый момент. Второй момент — это отношение к детям. В этой стране очень дружелюбное отношение к детям. Их очень любят, им не запрещают проявлять эмоции, их оберегают. Ну, я не знаю, это ни с чем не сравнить, это надо видеть. И на контрасте с таким отношением, когда я со своими детьми появляюсь здесь, мы, конечно, не можем долгое время находиться в общественных местах, потому что я вижу упреки, постоянно какие-то замечания. Все нельзя, трогать нельзя, повышать голос нельзя. Они у меня эмоциональные, у них арабская кровь, татарская кровь, конечно. Я не знаю, как быть в такой ситуации, и поэтому даже это одна из причин, почему я не могу находиться здесь долго. Потому что мы очень устаем от этих упреков. Они другие, это правда, но это не значит, что что-то с ними не так. Они просто растут и развиваются в той стране, где к детям очень хорошие отношения. И хотелось бы пожелать, чтобы здесь этот фактор как-то вот начал развиваться в более позитивном русле. У женщин очень хорошее положение в Арабских Эмиратах. Во-первых, женщин очень уважают, с ними считаются, очень достойно относятся и дают многие права, даже какие-то бонусы, связанные с тем, что ты девушка. К шахматам относятся очень серьезно, они стремительно развиваются. Показателем этого являются очень серьезные инвестиции в мир шахмат. Нанимаются самые передовые тренера. Я, честно говоря, не видела тренеров ниже уровня мастера спорта. Они просто не принимаются на работу. Ну, вы можете себе представить, какой уровень подготовки. Также всех студентов местного населения обучают бесплатно. Их возят на специальных автобусах, за ними приезжают прямо к дому, забирают их и потом отвозят обратно. Их кормят обедом. У них прекрасные условия. Немножко недоброжелательное отношение людей друг к другу. Это очень сильно настораживает. Я это замечала еще в свои прошлые визиты. И в этот раз я была уже морально подготовлена, что прием не всегда может быть теплым, и что нужно быть готовым ко всему. Если тебе за день никто не нагрубил, это очень странно.
Вот. Но я стараюсь как-то абстрагироваться от этого и не принимать на свой счет, потому что я понимаю, что, возможно, это связано с тем, что у людей не самая здесь легкая жизнь. И из-за этого внутреннего напряжения как-то эта агрессия проявляется. Я всегда предпочитала иметь свое дело, развиваться. И когда вот получилось создать такой проект, я решила, что если уже и зарабатывать больше денег, то обязательно какую-то часть я хочу отдавать. То есть помимо заработков нужно еще уметь преобразовывать эти деньги в какое-то добро. И вот у меня получилось выделить какую-то часть своего заработка именно на основе этого проекта для того, чтобы организовать такой турнир. Я очень рада, что у меня это действительно получилось, и это было искренне от всей души. Больше даже скажу, я даже не планировала звать телевидение, приглашать прессу. Это было именно порывом моей души. Мне хотелось поддержать шахматистов небольшого города, вот именно вот мой первый турнир, потому что я сама выросла в таких условиях, когда не так уж много перспектив и возможностей. И вот мне хотелось именно порадовать шахматистов Бахчисарая в этом плане. И это получилось не на 100, а наверное, на 300%. Это надо было видеть лица этих людей. Я даже не подозревала, насколько нужно мало людям для счастья. Это всего лишь внимание, какие-то скромные подарки, символические призы. Ну, я думаю, что те вложения, которые получилось выделить, они окупили себя в миллион раз. Я очень этому рада. Хотелось бы продолжить создать что-то более крупное, более масштабное. И я думаю, в следующий раз я сделаю это в Симферополе. И, кстати, когда вышел репортаж, ко мне присоединились мои шахматные товарищи и сказали, что в следующем году они тоже хотят поучаствовать в качестве спонсоров. Ну, я считаю, что это огромное достижение, когда ты своим примером кого-то вдохновил и замотивировал тоже вот вкладываться, да, таким образом вкладываться в культуру, в развитие шахмат Крыма. Я очень этим горжусь на самом деле. И самое приятное, что это произошло естественным образом. Я никого не уговаривала, просто сделала то, что могу сама на данный момент. И вот получилось так, что сейчас уже еще 3 человека хотят поучаствовать в следующий раз. В этот проект меня пригласила моя шахматная подруга, которая много лет проработала в Симферопольском шахматном клубе. Она детский тренер по шахматам и сейчас уже проживает около 10 лет во Львове. Это у нее возникла идея именно создать методику игры для самых маленьких детей, чтобы у них выработать эту привычку, чтобы в дальнейшем они уже естественным образом умели играть в шахматы и продолжили это. И, честно говоря, идея мне показалась очень странной, потому что я привыкла работать с детьми более старшего возраста. Мне комфортно работать с детьми школьного возраста, где примерно от 7 лет. Но для меня это был как такой своеобразный вызов. Еще мне было приятно, что она пригласила меня разработать эту методику не только в качестве тренера, но и в качестве педагога и психолога, так как у меня соответствующее образование. И я обрадовалась такой перспективе, потому что все-таки знания, которые ты когда-то получил, хочется их воплощать, да, в какие-то интересные проекты. И мы начали работу, мы занимались со многими детьми данного возраста. Это был очень интересный эксперимент. Дети были из разных стран. Где бы мы ни находились, я пользовалась моментом. Обучала детей в Иордании, и в Эмиратах, и здесь, в Крыму. Юля, в свою очередь, обучала детей у себя в городе. И получилось разработать действительно уникальную методику, очень подробную, в которой освещены вот, все аспекты обучения данного возраста. Я для себя уже давно решила, что вот у каждого человека есть какие-то ипостаси, да? И для меня на первом месте, конечно, я являюсь, скажем так, созданием Аллаха. То есть прежде всего для меня важнее всего быть хорошим человеком. То есть на первом месте я как человек. Какой я как человек? На втором месте я уже супруга и мать. И только после этого уже идет мое дело, моя карьера, как я реализовываю себя в этом. Мне кажется, благодаря этим приоритетам
все хорошо складывается в моей жизни. Если бы было наоборот, я бы могла много чего потерять. Думаю, что это было бы очень не оптимистично. Да? И, кстати, хотелось бы добавить, что многие беды современных женщин, по моему мнению, происходят именно из-за неправильно расставленных приоритетов. Я думаю, вы сами можете увидеть на примерах каких-то известных личностей, когда карьера ставится на первое место, что происходит. И если разрушается семья из-за этого, уже никакие успехи, никакие финансы не смогут компенсировать такую утрату. Совет был бы не переживать за свое будущее, наслаждаться жизнью и верить в то, что все будет хорошо, потому что так все и сложилось.